Всем привет! Меня зовут Валерия, и у нас сегодня мастер-класс по спиртовым чернилам. Сегодня я расскажу про эту интересную технику, как можно нарисовать самостоятельно очень модную современную картину в стиле Alcohol Ink, спиртовые чернила. Для начала я расскажу про инструменты, потом мы будем с вами рисовать. Эта техника сейчас она очень популярна, она набирает обороты в России. На Западе она уже 2-3 года существует. У нас сейчас проводятся здесь, в Якутске, мастер-классы. Это в Artfox Studio. Плюс мы еще параллельно продаем все расходные материалы для разных современных техник. Алкоголь, инк, эпоксидная смола и так далее. Это очень популярные техники. Сейчас они используются для современной живописи, для интерьерных картин. Так, про инструменты. Что нам понадобится, да? Самое главное это бумага. Она у нас пластиковая, необычная бумага. Данный размер у меня 35 на 50. Самое главное, бумага у нас не должна быть впитывающей. То есть это не простая бумага, это не холст. Подойдет пластик, может быть это будет ПВХ, стекло. На ваше усмотрение. Так, и конечно же это наши красочки, это спиртовые чернила, пигменты. Они уже на спиртовой основе готовые. Так, изопропиловый спирт, технический спирт, он свыше 90 градусов обязательно должен быть. Это не обычный спирт, это не водка. Кроме технического спирта ничего не подходит для этой техники. Это у нас разбавитель получается. Самый главный наш инструмент это фен. Феном мы будем рисовать, то есть наши руки и кисти это фен. Феном мы будем управлять потоком и рисовать феном. Так, потом у нас идут такие пипеточки пластиковые. Они специально такие мерные, ими очень удобно брать краску и наливать на поверхность нашу, на бумагу. Одноразовые стаканчики пластиковые и салфетки на всякий случай. Давайте приступим. Для начала нам нужно сделать концентрацию, то есть смешать красители со спиртом. Я выбрала цвет фиолетовый, коричневый и золото. Так, лучше 3 цвета. Лучше всего 2-3 цвета. Когда цветов очень много, все смешивается, получается хаос и не очень красиво. Так. Возьмем 2 цвета, а золото у нас будет как дополнение, как третий цвет. Его можно не смешивать со спиртом. Берем такую красочку. Блюберри. Так, немножечко нужно перемешать, разболтать. Так. Спиртик. Немножко. Только. Что можно еще потом развести? Если вдруг закончится. Что можно еще чуть-чуть добавить? Немножечко взбалтываем. И уже у нас на краске есть пипетка. И примерно несколько 5-6 капелек. Получается, чем больше у нас будет краски, тем цвет у нас будет насыщеннее. А чем наоборот меньше, тем, конечно же, бледнее будет красочка. Поэтому все делаем на глаз. Так мы перемешиваем. То есть коричневый цвет и фиолетовый красивый. Так, и можно еще один стаканчик оставить сам чистый спирт. Прозрачный. То есть прозрачная краска у нас будет. Вот они наши заготовочки. Что, приступаем? Сначала спирт. Сам прозрачный, можно куда-нибудь чуть выше середины, можно еще взять. Наливаем. Так, потом наливаем цвет. Смотрим, какой у нас красивый получается. Включаем цвет. И вот так вводим. Самое главное, чтобы у нас не было сильно кляксообразных разводов. Когда клякса у нас получается не очень красиво. Так, пусть немножечко подсыхает. Можно добавить еще побольше фиолетового. Так, и можно прямо взять отсюда, капнуть пару капелек. Это для контраста. И сразу темнеет картинка. Чтобы наш поток продолжить, можно добавить из
еще вот сюда. Можно еще несколько капелюшечек добавить. Вот так вот мы добавим. Чем больше у нас движений, тем интереснее у нас текстура. И тем интереснее у нас получается, соответственно, рисунок. Вот, вводим. Он уже немножечко начинает подсыхать, уходить в центр. Ну, все, в принципе, почти высох. Вот у нас два цвета столкнулись, и они уже немножко начинают перемешиваться и образовывать еще цвета. Какой-то у нас получился такой розоватый теплый цвет. И прям сильное темное пятно. Можно его чуть-чуть разбавить. Можно прям со стаканчика взять и капнуть вот так вот. Так. Чисто спирт и накапаем тоже сюда. Теперь у нас прямо вычищает краску, вот эти губки краски. Если, например, у нас где-то не получилось, да, вот нам это пятно не нравится, можно прямо взять чистый спирт и немножечко вот разбавить. Немножечко коричневого цвета, без чистого. Так вот. И берем у нас золото. С золотом надо прям очень осторожно, аккуратно, потому что он прям интенсивный очень. И нужно прямо вот буквально одну капельку. Все. И дальше уже хрень. Золото дает очень интересный, классный эффект переливания. Любую картину он делает достаточно привлекательный, богатый такой. И в интерьере вообще супер смотрится, особенно под цветом. Вот его должно быть в меру. Вот у нас вот так вот получилось. Видите, он блестит. Очень классно переливается. Как будто вот начала и конца не хватает. Сначала можно вот прямо довести его до сюда, а конец у нас будет здесь. Как будто он вот прям отошел на эту бумагу, на эту и вышел. Грубо говоря. Такие вот такие светленькие. А посередине будет темненький. Вообще вот хорошо работает на контрасте. Когда они светлые участки, темные участки, это всегда очень выигрышно. И когда они темно-светлые, сразу в картине появляется объем. Так, и здесь сделаем такой вот коричневый заход. Ой, много. Ну ладно. Надо пользоваться пипетками, ребята. А не стаканчиком, потому что можно просто взять и все вылить. Надо с этим осторожно. А я привыкла, не так часто использую пипетку, сразу беру стаканчик. Раньше, когда я вот только начинала рисовать, все время пипетка, каждая работа пипетка, все время высотка. Пипетка очень аккуратно все это. Ну, капелюшку. Все. А самой картины что я отметить? Простите. Так, и пару капель. Тут немножечко добавить. Слишком светлый участок. Немножко вот хочется тут темненького еще немножечко добавить. Тут тоже будет продолжение фиолетовой. Оп. Все цвета, они немножечко углубленные, такие глубокие цвета, немножко даже пастельные, такие с сероватым оттенком, они очень красивые. Не ярко фиолетовые, да, например, потому что ну, как бы он не так не очень будет смотреться в интерьере, в декоре. И вот такие вот глубокие цвета, они всегда очень выигрышные. Вот, поэтому вся палитра у нас почти вот в таких цветах, очень глубоких. Нет такого сильно яркого цвета. Они сами по себе очень глубокие и такие красивые. Так, ну как-то так. Спасибо за внимание, ставьте